состоит из 13 рассказов, 8 из которых на белорусском языке, 5 на русском. Книгу можно будет потом, после презентации, приобрести. А сейчас, чтобы вы примерно понимали контекст, понимали, за что я был задержан, осужден, я покажу вам небольшой фильм. 22 минуты он длится. Когда нас всех арестовали, спустя некоторое время, незадолго до суда, белорусское телевидение сняло про нас пропагандистский фильм, который назвало «Анархия. Прямое действие». Ну, там, естественно, расписывалось во всех красках, какие мы отморозки, как мы там собирались сжечь церкви, убивать невинных там людей, чуть ли там не есть младенцев. Ну, в принципе, все как обычно. Но наши товарищи, естественно, не могли оставить это без ответа и сняли свой ответный фильм. Называется «Анархия. Прямое действие», неангажированная версия. И сейчас мы его посмотрим. Ань, выключи, пожалуйста. Ну, собственно, вам была показана предыстория, как все начиналось. А я расскажу теперь, как все продолжилось, и перейду уже непосредственно к книге. Спустя 8 месяцев заключения судили 5 человек. Судили 5 человек. Это я, 2 моих товарища и еще 2 не товарища, которые согласились сотрудничать со следствием, в том числе упомянутый Максим Веткин. Они давали показания, оговаривали нас, говорили все, что от них требуется и не требуется. Соответственно, когда прозвучали приговоры, это было Игорю Оленевичу 8 лет лишения свободы, это тот человек, которого как раз обвиняли по эпизоду с посольством, Александру Францкевичу 3 года и мне 4,5 года. Так, в общем, началась наша тюремная жизнь. Мы разъехались по лагерям, а тем ребятам, которые сотрудничали со следствием, им дали химию, так называемую, то есть ограничение свободы. Хотя эпизоды были у всех одинаковые, да, то есть таким образом они купили себе условную, да, какую-то свободу. Впоследствии я сменил 6 исправительных в кавычках учреждений, пробыл там в общей сложности где-то 4 с чем-то года, потом за 4 месяца до освобождения планируемого на меня возбудили новое уголовное дело по статье 411 УК РБ. Это такая интересная статья, она есть в Белорусском уголовном кодексе, ее нет в российском или в украинском. Она позволяет докидывать зэку срок за несоблюдение требований администрации в тюрьме. То есть любые нарушения устава тюремного, так называемых правил внутреннего распорядка, они влекут наложение взыскания одно за другое, 4 взыскания, рассматривается как систематическое неповиновение и позволяет возбудить новое уголовное дело. И основная фишка этой статьи в том, что ее можно применять неограниченное количество раз. Вот, то есть человек может заехать с 3 годами в тюрьму, а выйти через 7. Такие случаи были. И да, на меня возбудили это дело, и за 3 дня до освобождения меня судили прямо в тюрьме, в крытой тюрьме Могилевской. Мне добавили еще год срока. И, соответственно, я поехал уже на строгий режим. Вот. Ну, началась все, конечно, сама идея книги намного раньше. Не будет преувеличением сказать, что она началась, задумка именно написать книгу, она у меня появилась буквально в первой же неделе после того, как я попал в тюрьму. Почему? Потому что, попав в тюрьму, ты испытываешь совершенно новую, необычную гамму ощущений. Ты чувствуешь то, чего раньше ты никогда не чувствовал и даже не почувствовал бы, да, потому что тюрьма совершенно специфические условия. Они совершенно, их особенность главная в том, что они неестественны. Они неестественны со всех точек зрения, с биологической, да, то есть человеку не свойственно находиться постоянно в замкнутом пространстве, ну, ограниченном, социальной, моральной, психологической. И, соответственно, вот эта вот гамма ощущений, она требует какого-то своего отражения. Кроме того, ты встречаешь такие интересные проявления общественной жизни, какие-то табу, запреты, формы проявлений там, людских чувств и взаимоотношений, совершенно зачастую порой хорошие, но гораздо чаще уродливые и отвратительные, да, и ты начинаешь анализировать, рефлексировать по этому поводу, как они появились, что заставило, как бы, вынесло их на свет Божий, да, и тебе, естественно, хочется с этими мыслями с кем-то поделиться, но так как возможности такой нет, особенно не будешь делиться, да, этим в тюрьме, хочется все это отложить на бумаге, отразить на бумаге.
Игорь Линеевич вообще сделал по-простому. Он еще, только приехав в лагерь после следственного изолятора, он написал сразу практически книгу там, в считанные месяцы и переправил ее нелегалом на волю. Эта книга «Еду в Магадан» называется. Но я решил так не делать. Почему? Потому что мне действительно было немножко боязно, что рано или поздно эти мои записи могут отшмонать. И было бы это просто... Ну, мне бы, конечно, ничего не сделали, но это был бы просто впустую потраченный труд. То есть писать какие-то там стопки бумаг, чтобы их потом просто забрали в мусора, ну я считал это нецелесообразно, поэтому я решил думать дальше, а потом уже по выходу написать книгу. С одной стороны. С другой стороны, я решил, что на свой опыт, вот этот тюремный, да, но мне нужно смотреть с небольшого отдаления. То есть, чтобы не проходило искажение вот этими тюремными стенами твоих мыслей. То есть я решил, я выйду, чуть-чуть отдышусь, посмотрю на себя, на свое поведение со стороны и более трезво все это оценю, более объективно смогу описать. Поэтому я писал книгу уже большей частью на воле. Однако примерно определенная часть была написана и в тюрьме. И, опять же, чтобы избежать цензуры, я это делал по-хитрому. У меня были, поскольку я в тюрьме, то есть около года провел в одиночке в сумме, не было чем заняться, и я в основном занимался написанием всяких конспектов по прочитанной литературе, записыванием своих мыслей, изучением языков и все прочее. Таким образом у меня накопилась вот такая стопка общих цитиразий, да, так, ну, я не преувеличиваю, где-то там вот такая, да. И я где-то среди там изучения английского языка или выписок там из Виктора Гюго, я просто вписывал свои статьи, свои заметки. То есть, соответственно, мусорам, чтобы обнаружить то, что я читал, то, что я писал, им нужно было бы просто перечитать все эти стопки. Ну, естественно, никто этим заниматься не стал. Вот. Эта книга, она не написана в виде тюремного дневника. То есть, поскольку достаточно много уже есть такой литературы, где пишется, вот я был там, потом меня, ну, даже про тюрьму, я был там, меня повезли туда, я там делал то-то. Я решил немножко сменить формат и просто анализировал какие-то тюремные институты или тюремные явления, которые встречал. И, например, каких-то наиболее характерных случаев. И изложил их, то есть в качестве, в виде вот таких вот небольших рассказов. Опять же, эта книга не является каким-то пособием по тому, как вести себя в тюрьме. На самом деле таких пособий достаточно много, но я не считаю, что по книгам можно вообще к тюрьме подготовиться, потому что, как я уже сказал, социум и условия совершенно уникальные. До определенной ступени, конечно, можно себя настроить, да, изучить там вот эти тюремные табу, чтобы не попасть в просак, как говорится, не навлечь беду себе на голову. Это с одной стороны. Но с другой стороны нельзя полностью подготовиться. И поэтому нельзя, вы в этой книге не найдете ответов на вопрос полного описания тюрьмы, и вы, прочитав ее, не почувствуете себя, как будто вы там, да, побывали в тюрьме. Скорее, вы просто поймете, как эта система работает, потому что в общем и целом книга построена на анализе. То есть передать эту атмосферу ее совершенно невозможно, ее нужно только прочувствовать самостоятельно. Ну, хотя я считаю, что частично прочувствовать ее могли бы те, кто находился в армии или в психиатрической лечебнице, потому что по рассказам многие методики контроля, многие социальные отношения недостаточно сходные. Целью книги не было продемонстрировать ужасы какие-то и страхи и самые жуткие проявления тюрьмы. Почему? Потому что на самом деле, не знаю, как в России, но в Беларуси общество и так запугано до крайности. В Беларуси общество запугано до такой степени, что люди и так не особо горят выходить на акции протеста, ну хотя сейчас мы видим, это уже немножко меняется, слава богу, к лучшему. Но в общем и целом, я когда освободился, я был поражен уровнем страха у людей, страха в глазах, страха в поведении. И я не хотел бы прибавлять вот эти вот ужасы, да, к людям. Наоборот, хотел показать, что смотрите, пока вот мы с вами тут ходим по улице, ходим на работу, сидим дома, даже мы пока с вами тут общаемся, в данную конкретную минуту не меньше 35 тысяч человек в одной только Беларуси сидят в тюрьмах, и многие из них находятся в очень плохих условиях. Тем не менее, люди выходят, освобождаются, ведут какую-то осмысленную жизнь после этого, кто-то находит в себе силы там, создать семью и так далее и тому подобное. Также и я, то есть не обладая никакими сверхъестественными, да, там, способностями волевыми, я тем не менее выдержал, вышел и вот пытаюсь еще чем-то позитивным заниматься. То есть бояться этого не стоит, и как бы там не было плохо, там действительно плохо, но нет ничего такого, что люди не могли бы выдержать. Но
если говорить опять же о целях книги, то действительно, что я ставил своей целью, это десакрализовать методы карательной системы, которые она подавляет личность. Когда я попал в тюрьму, я задумался о том, почему люди, не только политические, но и криминальные какие-то авторитеты, зачастую очень волевые, агрессивные, сильные, в плохом смысле этого слова, да, но все равно сильные люди, они заезжают туда, они начинают подчиняться этой системе. Она их ломает, заставляет действовать по своим правилам. И мне было интересно, как это работает. Почему абсолютно небольшое количество мусоров они могут держать под контролем огромное количество зэков. Вы, может, будете удивлены, но в зонах, в которых я был, примерно на 1500 человек, в них ночью остается иной раз меньше 10 ментов. То есть, если бы зэки, которые априори являются угнетаемым слоем населения, если бы они захотели хотя бы даже ночью поднять, ну, днем не намного больше, да, ментов, поднять какое-то восстание, нейтрализовать этих ментов, они бы сделали это просто с огромной легкостью. Но они этого не делают, хотя они каждый божий день страдают и жалуются на свою жизнь. Почему они этого не делают? Почему люди ломаются? Почему контроль осуществляется не самими ментами, а преимущественно самими же зэками? Это и самоцензура, и выстраивание внутри их иерархии, чтобы люди не боялись тюрьмы, чтобы они перестали, я сейчас говорю не только про тюрьму, но и про следствие, да, где идет ломка человека первичная, где его заставляют признаться зачастую в том, чего он не делал, либо оговорить своих друзей, совершить подлость. Почему люди это делают? На самом деле я хотел показать, что никаких сверхъестественных методов, ничего непостижимого уму в этом нет. Все на самом деле достаточно просто. Все их методы основаны на давлении на базовые потребности человека. Будь то желание есть, кушать, да, то есть в зоне просто менты контролируют передачи, контролируют отоварку, да, насколько зэк может закупаться. Будь то желание проводить время со своими близкими, желание психологического комфорта, желание поддержать свой статус в коллективе, то есть все вот эти вот по пирамиде Маслоу, да, то есть самые базовые потребности, они идут в ход. То есть, и, соответственно, ничего сложного нет в том, чтобы эти методы преодолеть и все-таки сохранить себя, и более того еще демонстрировать какое-то сопротивление. То есть сорвать вот это вот покрывало таинственности, страха с оперских методов и методов администрации тоже была одна из основных целей книги. Ввиду того, что по ходу заключения из меня очень старательно делали нарушители режима, много времени я провел в штрафном изоляторе, ПКТ, и 2,5 года из срока я провел так называемые крытые. То есть, чтобы вы понимали, крытые — это тюремный режим, куда отправляют, по идее, как оно должно быть, отправляют каких-то неисправимых нарушителей закона в тюрьме, тюремных правил, распорядков. В прошлом туда отправляли воров в законе, криминальных авторитетов, тех, кто мог на тюрьме поднять какой-то бунт, кто владел действительно большим авторитетом среди заключенных. Сегодня, поскольку в Беларуси воровское движение как такое фактически уничтожено, общепризнанных авторитетов нет, туда отправляют, как бы, а тюрьмы-то остались, да, их нужно кем-то наполнять. Туда из колоний везут зэков, из которых делают нарушителей. Везут политических заключенных, которых дает КГБ указание прессовать. Везут просто неадекватных личностей, которым проблематично находиться в общем коллективе, потому что их могут побить, или они могут кого-то побить, или они просто создают проблемы ментам. И их убирают куда подальше, то есть на тюремный режим. Вот. Но главным образом, конечно, пока что еще до сих пор в белорусских крытых существует определенная культура, вот это вот поддерживается культура блатного мира, воровского, потому что вот эти вот осколки криминального мира, которые еще остались, они все туда свозятся на территорию Могилевской тюрьмы и Гродненской тюрьмы. Поскольку я с ними всеми столкнулся напрямую и узнал, как этот криминальный мир вообще настолько плотно, насколько можно, как он живет, чем он живет, чего стоят их понятия декларируемые, по каким принципам там что происходит, то большую увесистую часть книги также была посвящена вот этой вот тематике криминального мира. Вы, наверное, могли бы заметить, что вообще в культуре, в российской особенно культуре, но даже и мировой в целом,
даже не только неправильно российская сказать, постсоветская, да, но и в мировой культуре также идет на протяжении, наверное, десятилетий просто фантастическая романтизация криминального мира. Начиная там от песен Высоцкого, который там создает какие-то там образы этих благородных бандитов. Потом там какой-то этот дворовой, да, фольклор. Посмотрите сериалы, фильмы, там, «Бумер», «Бригада», да, какими-то там злыми не показали бандитов, все равно они, ну да, они там плохие вроде как, не совсем там могут быть добрые, но в общем и целом у них, да, есть какая-то своя вот правда, своя справедливость, противопоставляемая системе мусорской, и на самом деле это такие благородные Робин Гуды, да, которые вот за справедливость, за обычного мужика там где-то в глубине души готовы постоять. Я хотел продемонстрировать, что это все полнейшая ложь. Как и в любой иерархической системе, в системе воровского мира происходит негативный отбор. То есть мы можем видеть, что для продвижения наверх от блатного к более авторитетному блатному, потом в итоге к вору в законе, человек, вот этому вот участнику блатной иерархии, ему требуется что? Ему требуются такие качества, как доминантность, агрессивность, умение подчинить слабого, умение интриговать, коварство, беспринципность, воля и возможность рисковать, готовность рисковать ради своего статуса. Такие же качества, как сострадание, милосердие, умение проявить взаимопомощь, эмпатию, доброта, они объективно мешают подниматься наверх. Потому что если ты будешь их проявлять, тебя просто затопчут все остальные, твои же собратья по касте, более сильные. Соответственно, происходит негативный отбор. Чем выше мы поднимаемся, тем больше людей, ну просто отвратительных и, не знаю как сказать, аморальных мы встречаем. Если же мы смотрим на низ и ближе на низ этой пирамиды, либо в середине ее, то мы как раз таки видим наоборот людей более наделенных какими-то человеческими качествами. Даже если ты общаешься, вот, если брать пример зоны, ты крутишься в кругу мужиков, ты гораздо быстрее там найдешь себе какие-то здоровые, ну, хотя бы даже по зоновским меркам здоровые взаимоотношения, какое-то подобие там, дружбы, товарищества, да, чем если ты среди блатных, где на словах декларируется полнейшее братство, приверженность понятиям, воровскому кодексу чести. На деле же это просто пауки в банке, которые стремятся друг друга уничтожить и каждый залезть наверх. То есть накрыто я это очень хорошо увидел и прочувствовал. И очень многие молодежь, когда она попадает в тюрьму, она видит, что да, менты несправедливые, творят беспредел, от них только зло исходит, ненависть, они стремятся тебя подавить, не столько тебя, и всех зэков, и они инстинктивно тянутся к какому-то протесту, какой-то противоположной стороне, да. И тут они видят вот этих блатных, там, татуированных, крутых, они там ментов посылают на 3 буквы, такие вроде все как справедливые, у них даже понятия какие-то есть, прикрытые таким флером таинственности, да, что особенно привлекает внимание, да, у молодых людей. И они, естественно, к ним тянутся, да, мы с вами, начинают, как говорят в тюрьме, газовать, то есть придерживаться вот этого вот воровских понятий там и всего остального. Но в скором времени они очень быстро в этом разочаровываются, то есть они видят, что на самом деле это все ложь, это все лицемерие. Никакого доброты, благородства в этих понятиях нет, а есть старое доброе право сильного. Кто сильнее, тот и прав. Вот. И вот это вот провести эту деромантизацию, то есть тоже было один из важных задач, которые я ставил перед собой в книге. Вновь я в книге постоянно возвращаюсь к тому, что на самом деле тюремная система не является чем-то уникальным. По сути, мысль, которая проходит через всю книгу, это то, что так называем, что тюрьма это просто концентрированное выражение так называемой воли, условной воли, да, ее можно называть, потому что здесь, ну, это такой институт, который никак не может существовать изолированно от всего остального общества. Он является его закономерным плодом. Там не работают какие-то инопланетяне, которые там спустились с другой планеты, поэтому у них нет морали, и они поэтому могут там бить зэков, там творить всякие подлости, ломать людские судьбы и так далее. Те же самые зэки, да, которые портят там жизнь друг другу, они плод нашего общества. И точно так же человек, рождаясь, он попадает под влияние одно за другим разных общественных институтов. То есть сначала это школа, потом армия, потом на работе у тебя есть начальник, потом всю жизнь ты испытываешь давление вот этой репрессивной системы государства, которая ограничивает тебя какими-то нормами, зачастую рациональными, непонятными, не говоря о том, что несправедливыми. Учит тебя привыкать к тому, что тобой рулят без твоего участия, твою судьбу решают без твоего участия и так далее.
И тюрьма это лишь один из вот этих просто как органичная часть этого института, института общественного, куда ты попадаешь, если ты выходишь за рамки, очерченные тебе государством. Вот. И таким образом, да, то есть я хотел показать, что вот эта вот условная воля, в которой мы живем, она не может, конечно же, считаться действительно волей, потому что вольным человек может быть только в том обществе, где не действуют вот эти вот общественные иерархии. В этом плане даже многие зэки, они говорят, что за забором и на воле как бы в принципе то же самое. Одни и те же действуют правила, одни и те же законы. Пример этого можно привести такой, что та же социальная несправедливость, которая есть на воле, да, что вот одни, что есть богатые, есть бедные, на 100% соблюдается в тюрьме. То есть вы можете быть уверены, что вот практически в любой колонии или в тюрьме есть люди, которые завтракают, обедают и ужинают гораздо более качественными, дорогими продуктами, чем большинство здесь сидящих. То есть есть люди, которые каждый день там употребляют алкоголь, наркотики, к ним приезжают там проститутки постоянно, у них стоят Sony PlayStation последней модели в камере, да, или в лагере, смотрят DVD, последние фильмы и скачивают из интернета даже быстрее, чем вы их увидите, да. А есть в то же время через стену от них живут те, кто ищет каждый день, кто каждый день трущит эти бычки, чтобы хоть что-то ему было покурить, скрутить в эту самокрутку. То есть как здесь, так и там. То есть люди, еще такая интересная закономерность, что я еще ни одного не видел чиновника или бизнесмена в тюрьме, который бы там бедствовал. То есть если человек был богатый, успешный на воле, то он приезжает в тюрьму, и он благодаря вот этим своим качествам, которые я очертил выше, либо просто большому как бы бэкграунду денежному за забором, он отлично себя чувствует и в тюрьме. То есть где-то подкупает ментов, где-то договаривается с козлами. Ну, козлы это осужденные, которые открыто работают на администрацию, либо сам становится козлом, и все у него нормально. То есть человек, который честный работяга был на воле, он и там будет честный работяга, который будет курить, то есть, свою астру. Да, кто-то будет курить Винстон. Вот. И последнее, на чем я хотел бы заострить внимание, это то, что на самом деле не все так плохо. И попадая в тюрьму, жизнь наша не кончается. То есть мы не можем неправильно, особенно политическому активисту, рассматривать тюрьму как какую-то временную остановку на своем жизненном пути, которую нужно просто, задержав дыхание, пережить, потому что вот этот кошмар должен кончиться. И об этом тоже писал Игорь Ильиневич в своей книге, что на самом деле это не остановка, это закономерная часть жизни, от которой нельзя отказываться, которую нужно помнить и которую нужно проживать так же, как бы ты прожил ее и на воле. Потому что нельзя быть крутым бунтарем на воле, постоянно протестовать, бороться с несправедливостью, а попав в тюрьму, резко принять все эти ужасы, закрывать глаза на ад, который творится, не обращать ни на что внимания и жить, то есть, простым обывателем, не говоря уже о том, что идти там стучать ментам или как бы становиться козлом. Поэтому, в принципе, все эти методы сопротивления, которые релевантны в тюрьме, на воле, они все релевантны в тюрьме. Это я выделил для себя, ну и для вас тоже, конечно, основных 4 метода, которые абсолютно применимы в равной степени. Первое – это огласка. То есть вы все знаете, я думаю, заметили, что любой преступник, в моральном смысле преступник, да, не в правовом, он хочет, чтобы его деяния всегда оставались в тени. То есть ни один человек не делает гадости публично, чтобы все это видели. Ну там, не беру там психически больных людей, да. То есть все хотят какую-то гадость сделать, чтобы об этом никто не знал, чтобы это оставалось в тайне. И абсолютно то же самое видите, на воле преследуют там оппозиционных журналистов, каких-то, которые независимых журналистов, которые пишут правду, закрывают СМИ, блокируют сайты и так далее. То же самое в тюрьме, когда ты пишешь жалобы на свои условия содержания, даже я не говорю в СМИ их просто никогда не выпускают. А когда ты пишешь даже жалобы в госорганы, все равно огромную часть из них не выпускают. То есть лично со мной происходило как, что я писал на плохие условия содержания, просто совершенно в рамках закона, потому что администрация нарушала закон, жалобу, и при начальнике отряда, ну это мусор, я при нем открываю почтовый ящик, кидаю туда этот конверт, смотрите, говорю, я кидаю конверт в прокуратуру, отправляю. Мне должны по закону обязаны принести, сообщить исходящий номер этого письма.
Я говорю, проконтролируйте, пожалуйста, чтобы оно дошло, потому что это уже было 3-е или 4-е письмо, которое не вышло. Он говорит, да, хорошо. И я стою перед начальником колонии, я говорю, я вам тут 2 недели назад письмо отсылал в прокуратуру. Не потрудитесь ли сообщить мне исходящий номер? Он говорит, какое письмо? Я говорю, ну как какое? Жалобу, типа? Да, хорошо, типа, мы разберемся. 2 недели проходит, я опять стою, ну что вы, говорю, разобрались? Он говорит, какую жалобу? О чем разобрались? О чем ты говоришь? То есть я в конце концов понимаю, что они просто дурят голову. На самом деле они просто все эти жалобы выкидывают. То есть до такой степени боязнь огласки, что даже свои госорганы, где у них все схвачено, и то они не хотят, чтобы информация выходила о том, что происходит. Следующий способ – это ни в коем случае не поддаваться страху. Очень быстро в тюрьме понимают, что страх является основным методом контроля любых власть имущих. То есть большинство людей, которые проходят тюрьму, их ни разу никто там не бьет за весь срок. Можно просидеть 15-20 лет, тебя никто, ни один мент никогда не побьет. Можно просидеть 10 лет, ни разу не попасть в штрафной изолятор, ни разу не подвергнуться взысканию. Это сложно, но это возможно. Но тем не менее, тем не менее зэки остаются совершенно покорными. Почему? Потому что их удерживает не сама вот эта вот физическая боль, страдания, а именно страх перед наказанием. И как в тюрьме, так и на воле мы видим, что людей от участия в гражданской жизни, в какой-то протестной жизни удерживает чаще всего страх. Что вы хотите сказать, что как бы люди не понимают, что очень большой процент людей не понимают, как все плохо, не понимают, что там государство несправедливо с ними обходится, что власть их обкрадывает и так далее, так далее. Да, конечно, понимают. Также в Беларуси, например, не буду говорить за Россию, в Беларуси, например, подавляющее большинство людей, уж точно больше половины, они в той или иной степени недовольны властью, режимом. Но они не выходят. Не потому, что их все устраивает, а потому, что они боятся. Точно так же и в тюрьме. Человеку еще ничего не сделали, а он уже знает, что его могут посадить в ШИЗО, лишить передачки, лишить свиданки и так далее по нарастающей. Посадить в ПКТ, отправить скрытую, докинуть еще срока, и он сидит молчит. И как только ты, попав в тюрьму, начинаешь в себя впускать этот страх, позволяешь ему становиться главным твоим мотиватором, пиши пропало. Ты, то есть, стал частью этого послушного стада. И, как я уже говорил, все основные методы контроля администрации, они базируются на основных потребностях человека. То есть, это потребность в комфорте, потребность в пище, потребность в статусе. Как минимум вот эти 3 потребности. Каждый человек понимает, что если он сегодня пойдет ругаться с администрацией, отстаивать свои права, то он на следующий день будет, скорее всего, спать не в своей мягкой кровати, да, то есть в отряде, а он будет спать на досках в штрафном изоляторе. Он понимает, что если он не промолчит, допустим, какого-то зэка бьют, а ты вместо того, чтобы стоять, просто пройти мимо, ты начал за него впрягаться. Человек понимает, что это чревато для него. И он думает, ага, а вот мне же должна быть сейчас передачка вот прийти. И у него вот в голове осуществляется там за считанные секунды выбор. Ага, либо мне выбрать эту передачку и, соответственно, вкусно кушать там следующий месяц, либо, но при этом промолчать, ничего не делать, либо же мне впрячься и следующий месяц кушать эту постную баланду, то есть, да, как я делал все предыдущие месяцы. И вот у человека на базовых потребностях происходит эта игра. То же самое, как и с комфортом, да, то есть спать на досках, либо спать на мягком. Поехать на свидание к жене, провести там с ней 3 суток наедине, либо же куковать там это время в отряде. И так далее, и так далее. То есть совершенно базовые потребности. И менты хотят, чтобы мы только этим и думали. Как на воле, так и в тюрьме. Власти хотят, чтобы мы думали только днем сегодняшним, нашими базовыми потребностями, никогда не думали стратегически, только тактически. На полшага вперед перед собой, а на 2 или 3 они не хотят, чтобы мы думали. Они хотят, чтобы мы не задумывались о судьбе людей, которые рядом с нами, которые после нас. Тут я перехожу уже к последнему 4-му пункту. Это необходимость быть солидарными, которая одна из самых основных в тюрьме и на воле. Власть, она делает все для того, чтобы нас атомизировать. Чтобы каждый из нас думал только сам за себя. Чтобы мы жили только своими проблемами в своем замкнутом мирке. Не испытывали эмпатии к другим. Не думали о том, как им помочь. В зоне это доведено до такого абсолюта, что вот на одной из зон, где я был, там доходило до того, что если даже компания, человека 4, положим, начинала вместе периодически пить чай, точнее регулярно пить чай, их раскидывали по разным отрядам.
То есть они еще ничего не сделали, они, может, даже не думали ни о чем, но они просто стали кучковаться на постоянной основе. А кто их знает? Вдруг что-нибудь удумают, да? Их раскидывают моментально. Доходит до того, они так работают над словом солидарности, что даже самые базовые аспекты взаимопомощи пресекаются. Например, человек, поднявшийся из штрафного изолятора, есть такая старая арестантская традиция, это встреча. То есть человек поднимается из штрафного изолятора, он там, естественно, страдал там 10 суток или больше, да, там, в холоде, в голоде, там, спал на досках и так далее. Ему предлагается горячий чай, там, шоколадка, ну, там, по возможностям, да, там, трусы, носки, там рулон туалетной бумаги, нехитрый, то есть такой набор. В одной из колоний, где я был в Горках, дошли менты до того, что если выходит человек со штрафного изолятора, ты к нему подходишь с кружкой чая, ты тоже едешь в ШИЗО. Формулировка «поддержка воровских традиций». То есть до такой степени они хотят, чтобы... И это на самом деле действовало. Доходило до того, что я приходил в отряд, поднимался, и из отряда более 100 человек ко мне отваживались подходить только 2 или 3. Потому что они понимали, что если они сегодня со мной потрещат, попьют чай, то завтра они могут оказаться в штрафном изоляторе. Ну, то есть ко мне подходили те уже, кому было, как говорится, нечего терять, да, им было пофиг, что их посадят в ШИЗО. Вот. И, конечно же, мы этому должны противопоставить свою солидарность. То есть не думать, не зацикливаться только на этих базовых потребностях. Понимать, что мы люди, мы как бы не животные, мы должны смотреть на несколько шагов вперед. Думать не только о себе, но и о людях, окружающих нас. То же самое на воле. Если мы сегодня молчим, а кто-то вместо нас ходит, там, протестует на эту площадь, получая там дубинками по голове, то этот человек для нас отвоевывает лучшее будущее. И мы даже стратегически выиграем, если мы сегодня пойдем с ним и сделаем лучше своим детям в будущем и людям, окружающим нас. Да, если мы останемся дома, мы выиграем тактически. Нас там не выгонят с работы, нас не побьют дубинкой, не посадят на сутки. Но стратегически мы существенно проигрываем. И, в принципе, это самое основное, что я вам хотел сказать по поводу книги. То есть теперь вы знаете те методы сопротивления, которые подходят как бы и к тюрьме, и к условной воле, так называемой. Вот. И я хотел бы, чтобы это знание ни у кого не пропало впустую, и вы оставались солидарны друг с другом, верили друг в друга и не молчали, видимо, справедливости. Спасибо. Дальше по программе у нас времени еще 1 час и 20 минут до такого официального окончания. Можем перейти напрямую к заданию вопросов. На все интересующие вас вопросы отвечу. По возможности. А про имя спросить там Микола и Никола все-таки. Никола, нету такого имени. Нет, да, у вас Микола. А там, когда был фильм показан, там был Никола. Николай был. Николай. Да, ну по-русски Николай, по-русски. Нет, так я имею в виду, у вас там совпадение просто по фамилии. В смысле? Но там, по-моему, был Дедко. Дедок, ну это поменяли что. А, вас там? Да. Вот свое имя адаптировали для российского. Да, да. А, все. Ну, у меня в паспорте написано, как бы по-русски Николай, по-белорусски. Да. А есть ли сейчас заключенные в Беларуси? И сколько? Да, сейчас есть вот политические заключенные. Вообще, общественность, которая собирается с такой форум «Свободу политзаключенных в Беларуси», она насчитала 9 человек. К сожалению, я не про всех про них могу вам с уверенностью рассказать. Могу сказать только про 3 основных дела. Первое – это дело правозащитников. То есть они 2 правозащитника из организации «Платформа», которая занималась защитой прав осужденных. У нас такой нюанс. У нас куча статей политических, ну как куча, есть несколько достаточно эффективных политических статей в Уголовном кодексе, но они не применяются, потому что Лукашенко сейчас пытается наладить отношения с Западом и понимает, что если будут применяться эти статьи регулярно, то это может стать проблемой. Поэтому КГБ, как бы не зря ест свой хлеб, они отрабатывают достаточно сложные комбинации. Им нужно было обезвредить эту правозащитную организацию. Они вычленили там 2 лидеров. Один это Михаил Жемчужный. Мужику там больше 60 лет уже, он уже ранее судим, отсидел 5 или 6 лет. Сам он вообще ученый, занимается что-то с аэродинамикой, с физикой связано. Он там авиаконструктор, он, по-моему, там в этой сфере работал.
И после освобождения он присоединился к этой организации, стал защищать права осужденных. В итоге ему подстроили оперативную комбинацию, якобы со слов ментов. Он приходил с деньгами к какому-то участковому, который работал вытрезвителем, и предлагал ему деньги за сведения, составляющие служебную тайну. Я думаю, что, скорее всего, этого не было. Это просто оперативная комбинация, то, что единственный свидетель в деле – это вот этот мусор. И на его словах как бы все строится. И, тем не менее, на него навесили там 150 каких-то жестких статей Уголовного кодекса, и он получил 6 лет. Хотя ему уже самому больше 60. И он на данный момент сидит в ПКТ, он уже прошел штрафной изолятор, сидит в помещении камерного типа, так называемого, то есть ему идет, как и у меня, в принципе, у него идет по нарастающей, да, это система наказания. И вот на днях у него будет суд вкрытый, на тюремный режим его хотят отправить. Второй участник этой организации «Платформа» – это Дмитрий Бондаренко. С ним еще проще сделали. Он время от времени выпивал, ну как в принципе и большинство людей, да. И менты, не менты, конечно, КГБшники, ему разыграли такую оперативную комбинацию. Когда он выходил из кабака, к нему подошел незнакомый человек, попросил закурить и при этом начал хамить. То есть, а этот, как Бондаренко, он тоже сидевший, и естественно ему этот хамивший начал хамить вот этими вот на основе вот этого тюремной культуры, тюремных табуированных слов. И, соответственно, слово за слово началась драка. Вот вам эпизод уголовного дела. Через несколько недель еще на него натравили 2 его соседок пьяных, которые спровоцировали драку. Он кого-то из них толкнул, из этих соседок. Она его укусила за палец, в свою очередь. Но все равно он оказался обвиняемым, он получил 3,5 года. За 2 драки, в которых фактически никто не пострадал. Даже, не знаю, синячка, наверное, ни у кого не было. Вот. Таким образом была обезглавлена эта организация, а дальше происходит что? Одна из его заместительниц становится руководителем этой организации «Платформа», Алена Красовская-Каспирович становится руководительницей. Резко эту организацию пускают во все исправительные учреждения в Беларуси, чего вообще никогда не происходило. И она, проехав по всем учреждениям, это было год 14, наверное, дает интервью СМИ, что да у нас вообще отлично в тюрьме все, да условия просто восхитительные. А политзаключенные, что жалуются, ну, они просто не понимают, куда они попали. Я сейчас цитирую. И в следующем интервью она говорит, что я 2 руками за смертную казнь. Ну, то есть, как видите, просто была создана таким образом, убрали 2 людей неподконтрольных и сделали подконтрольную правозащитную организацию. Это 2 дела по платформе. И 3-е дело, есть сейчас так называемое дело антифашистов. У нас после 2014 года, после Майдана, мусора всерьез взялись за футбольных фанатов, притом как правых, так и антифашистов. В одинаковой степени их закрывают, то есть фальсифицируют уголовные дела, находят какие-то драки 2-3-летней давности, поднимают их, лепят из них 339-2, это злостное хулиганство это до 6 лет, и пачками их закрывают. То есть находят потерпевших, заставляют их писать заявления. Ну, фанаты как бы дерутся, это обычное явление, это как бы их жизнь, это часть их культуры. Но они находят фанатов в других клубах и говорят, если либо мы тебя сажаем, либо ты пишешь на них заявление. И на данный момент сейчас идет дело, 10 марта будет приговор объявляться. И им запросили 6 человек, 3 из них судят за наркотики, еще 3 по хулиганству и 1 из них за руководство незарегистрированного общественного объединения, там фанатские фирмы. Им запросил прокурор до 12 лет. А тем, который руководит, которого нет наркотических статей, тому до 10. То есть запросил за обычную драку в троллейбусе, в которой просто разбили стекло в тралике и распылили газ в салоне. То есть там даже потерпевшие фанаты торпеда, они на суде прямым текстом сказали, что у них нет претензий. Тем не менее запросили до 10 лет. Вот. То есть, не знаю, можно ли этих людей считать политзаключенными, честно вам скажу, потому что они активно дают друг на друга показания. То есть они вроде все как ребята вместе, мы там антифа и так далее, но они сидят в клетке и просто тупо сливают друг друга. И, например, организация «Анархический Черный Крест» Беларусь, которая занимается много лет поддержкой политзаключенных, анархистов, антифашистов, она отказалась их поддерживать. Из всех ребят поддерживает только одного, который тоже дает показания, но намного меньше, чем остальные. Вот. А остальных как бы нет. К сожалению, да, вот такая неприглядная страничка. Вопрос, почему ты решил сделать ноутбук языка, а не сделать, допустим, полностью на белорусском и полностью на... Ну, у нас страна как бы двуязычная, и писать на белорусском, чем больше писать, для меня это принципиальный момент важный, я стараюсь больше этим языком пользоваться.
Но если я совершенно бы написал только на белорусском языке, то тем самым я отсек бы от себя большую аудиторию, которая по-белорусски не читает. К сожалению, такие люди есть и в Беларуси. Но поэтому я решил сделать просто на 2 языках, как-то так сбалансировать. Но я думаю, скорее всего, когда через какое-то время, может через год, не раньше, когда распродастся тираж книги, она будет выложена в интернет, то будет выложена она в том числе и на русском языке. Переведу ее полностью. Я бы мог, мне не трудно перевести ее полностью на русский язык целиком, но просто издание этой книги, оно мне столько времени и сил отняло, что я не потяну сейчас еще и полностью весь этот процесс заново. Хотя перевести, конечно, полностью на русский я хотел бы в будущем, в планах есть. Насколько трансформируются мысли в тюрьме после пребывания? Происходят ли какие-то изменения? Видение мира совсем по-другому? Насколько можно, так сказать, попавшись в такую экстренную ситуацию, насколько можно измениться, там, можно ли потерять там, себя как-то? Трансформируется полностью. Зависит, конечно, многое от самого характера человека и от длительности пребывания. Вообще психологи говорят, что после 3 лет наступают необратимые изменения у человека в психике, но я считаю, основное, конечно, зависит от того, кем человек был до этого. То есть, по моим наблюдениям, если у человека есть какой-то стержень волевой, твердое убеждение, то он с ними пройдет через всю тюрьму, а не только закаляться. Если же в человеке была изначально какая-то гнильца, например, склонность к подлости, склонность идти по костям других, добиваясь своей цели, лживость, лицемерие, умение подстелиться под более сильного, то они в тюрьме просто расцветут пышным цветом. И оперативники сделают все, чтобы эти качества негативные у каждого расцвели, потому что они нужны для управляемости. Чем больше люди, зэки в тюрьме, ненавидят один другого, подозревают один другого, думают каждый о себе, тем легче чем им управлять. И это делается целенаправленно, такая политика ведется. Ну а насчет классических изменений, ну думаю, что любой человек, сидевший, вам подтвердит, что в тюрьме, в принципе, когда ты освобождаешься, ты находишь все такие качества, как подозрительность, недоверие, агрессивность, потому что в тюрьме ты постоянно находишься в агрессивной среде. Если колония еще более-менее такой light вариант, то в крытой ты вообще никогда не можешь расслабиться. 24 часа в день ты напряженный. Ты ждешь какой-то психологической атаки, подкола, попытки снизить твой статус там, и так далее. Поэтому крытчики, это считается в уголовном мире просто, даже среди зэков это считается люди ненормальные. Ну, то есть до такой степени они привыкли жить выживать в этой агрессивной среде, что с ними бывает порой очень тяжело общаться. Скажи, пожалуйста, прошу прощения, если такой вопрос был, я опоздала. Какой ты способ сопротивления выбираешь сейчас? Вот ты вышел, у тебя впереди вся жизнь, что ты будешь делать после такого опыта, чтобы... Я занимаюсь тем, чем раньше, я участвую в анархистском движении, в разных самых его проявлениях. То есть как я был до тюрьмы анархистом, так и остался. Участвую в каких-то инициативах и так далее. Но вот большой пласт работы, который я сделал, это именно огласка, то, о чем я говорил раньше. Что я решил не просто рассказать о том, что было, но и попробовать это проанализировать, чтобы другим людям было легче, чтобы не там насолить, потому что они хотят, чтобы это все в тайне оставалось. Вот они мои методы. Ты не боишься повторного заключения? Ну, я его не исключаю, конечно. Конечно, мне бы его не хотелось. Как человек в здравом уме в тюрьме не будет, в тюрьме не будет хотеться, но это риск, который я несу осознанно. Ты бываешь в Беларуси сейчас? Да, езжу периодически, пару раз в месяц. В какой стране мира ты себя чувствуешь спокойно, ну как бы легче, спокойнее? То есть ты говорил про Белоруссию, про вот этот вот запах страха, который висит в городе, да? В месте, где этого меньше? Ну, конечно, когда переезжаешь предел этой шенгенской зоны, на тебя обрушивается определенное чувство безопасности. То есть ты перестаешь там всех кого-то подозревать, кого-то там видеть везде там агентов КГБ там, и так далее. Но в то же время должны понимать, что анархист нигде не будет в безопасности. И нет такой страны, где анархисты бы гладили по головке, говорили, ну ты нормальный парень, давай мы с тобой там вместе что-то делать, реализовывать.
Вот буквально сегодня мне пришло из суда Вильнюсского, я живу как бы в Литве сейчас на постоянке, учусь там, мне пришло из Вильнюсского суда уведомление о штрафе. То есть сегодня было оглашение моего приговора. Мы 7 ноября 2016 года делали пикет солидарности с Ильдаром Дадиным у российского посольства в Вильнюсе. Нас было 9 человек, преимущественно анархисты литовские и белорусские. К нам подкатили менты, сказали, что это не санкционировано, что мы должны отойти от посольства там, на какое-то количество метров. Они думали, что мы сейчас прямо это возьмем и сделаем. Мы, естественно, отказались. Ну, и в итоге меня забрали и мусарни, то есть поддержали там несколько часов, составили протокол. Потом шли одни за другим судебные заседания. Ну и в конечном итоге вот, мне прислали штраф 140 евро за нарушение правил этикетирования в Литовской Республике. То есть, как видим, свобода и безопасность, она все очень условная. То есть просто узость рамок немножко разнится в зависимости от страны пребывания. А в каких странах ты бывал вообще? До заключения, после заключения? За пределы Европы я не выезжал практически, только бывал в Израиле еще. Ну, а так, ну, в половине, наверное, европейских стран побывал. То есть Германия, Польша, все прибалтийские страны, Украина, Ирландия, Италия, Бельгия. Ну да, короче, Греция. А вот к этому вопросу, паспорт у тебя какой? Белорусский, конечно. Белорусский, да? А то, что ты ел, да, политически заключенные, они не препятствуют твоему передвижению? Ну, то есть визу там получить или что-то? Ну, визу-то выдает все равно эти самые шенгенские структуры. Но поскольку, наоборот, поскольку дипломаты разных стран европейских нас активно поддерживали по ходу нашей отсидки, высказывались неоднократно там и послы, и там оказывали всякого рода помощь. Собственно, нас освободил Лукашенко, я отсидел 5 лет, должен был 5,5. Нас освободили всех по указу о помиловании. Вот этот указ был принят только из-за давления наших соратников и мирового сообщества, потому что нас признали политзаключенными все как бы западные страны и добивались в той или иной форме нашего освобождения, там, начиная от сенаторов каких-то США, заканчивая послов там, Литвы и Польши, там, ближних стран. Вот. И, конечно, они там нам сказали, что, ну, как мы сказали, давали понять, что если вы хотите там статус политического беженца там, и так далее, пожалуйста, милости просим такого. Нет, не препятствует. Но когда иной раз приезжают в Беларусь из других стран, то, по крайней мере, раньше бывали проблемы с пересечением границы, в том плане, что меня начинали останавливать, шмонать, долго проверять мой паспорт, потому что когда суешь им паспорт свой на погранпереходе белорусский, у них на весь экран красная полоса высвечивается, и пробегает начальство, начинает спрашивать, кто ты, а что ты, где-то ты уже попался, ну, всякое такое. Там был вопрос. А что у вас там случилось у российского посольства? Когда? Ну, тот инцидент, как я понимаю, в Но группа анархистов решила провести акцию солидарности с химкинскими заложниками Гаскаровым, Сопом. Закидали коктейлями Молотова российское посольство. На территорию его, точнее. Это было глубокой ночью, ни один человек не пострадал, да оно и делалось так, чтобы ни один человек не пострадал. Все то же, что в фильме видели. А можно поподробнее тогда про Химкинскую акцию? То есть с чем это было связано? Знаете, это было так давно же, я сейчас сам плохо Это же помню. защита леса, как я В понимаю. 2010 году, да, хотели через Химкинский лес строить трассу и привлекли активно, естественно, местные экологи, местные жители восстали против. К разгонам этих местных жителей активно привлекли ультраправых футбольных фанатов, тогда, в свою очередь, восстали антифашисты против этого. И в конце концов пришло к тому, что несколько сот человек выдвинулось просто в Химки, разгромили администрацию Химок. Вот, вы видели тоже эти кадры. 2 человек задержали как организаторов якобы этого события, вот, и посадили их в тюрьму. Ну вот и белорусские анархисты решили проявить солидарность. А как ты проявишь солидарность, находясь в Беларуси? Ну вот только таких вот символическим актом. Скажи, пожалуйста, вот когда ты был в тюрьме, у тебя была возможность как-то рассказывать про себя, журналистской деятельностью заниматься? У тебя была какая-то связь со внешним миром? Ты говоришь, что вас поддерживали какие-то иностранные послы. Кто вас поддерживал в Беларуси? Была ли у вас какая-то вот возможность вообще рассказывать о том, что с вами происходит, и иметь вот эту связь, чтобы поддерживать тех, кто вас? Ограниченная возможность была. Во-первых, всем зэкам дозволена переписка, но она все идет через цензуру. Если ты написал что-то лишнее, например, о тюремных порядках рассказал,
или тебе написали что-то лишнее, это письмо просто не выйдет. То есть цензура это просто доходит до дичайшего маразма, вплоть до того, что когда я там смотрел в 2014 году телевизор, я написал себе домой письмо с анализом того, как вот эти вот СМИ кремлевские искажают вообще события в мире и в Украине в частности. Написал письмо просто домой с выкладкой, то есть, своих мыслей и увиденного мной по телевизору, который разрешен администрацией. Мне это письмо вернули с формулировкой разжигания межнациональной розни. Меня это просто вызвало жуткий диссонанс, то есть, ну, я просто на следующий день из этой тюрьмы уезжал. А так я уже собрался там написать стопку жалоб, и что офигели, в чем вы меня обвиняете. Вот. Это первое. Второе, да, можно в зоне, например, можно звонить, зона это лагерь, колония. В зоне можно звонить раз в неделю зэкам, если менты тебя не лишат этого звонка. Вкрыто это дозволено раз в месяц. Также ко мне примерно раз в месяц приезжал адвокат, поскольку, как вы понимаете, когда ты стоишь по телефону разговариваешь, это все прослушивается, письма просматриваются. Более того, когда я разговариваю с адвокатом, это тоже должны обеспечивать наедине. Возле нашей кабинетика, где мы разговаривали, постоянно стоял вплотную у двери мусор и клеил ухо к двери, то есть слышал, о чем мы беседовали. Вот такие вот возможности были связаны с окружающим. Ты говорил о страхе, который удерживает часть людей от активных действий. Мне кажется, этот страх часто вызван опасениями за свою семью. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, с одной стороны, у каждого из нас есть ответственность за свою семью, в то же время есть ответственность перед миром, в то же время ты ответственен за то, что происходит в мире, в том числе потому, что касается твоей семьи. В общем, какой-то бесконечный круг, который, возможно, тоже не дает активно действовать, потому что всегда страшно, что могут сделать твои близкие, или сделать с тобой, в чем ты будешь виноват перед близкими. Ну, вот что ты думаешь об этом? Ну да, это такой достаточно сложный моральный вопрос. Мы все понимаем, что то есть, если ты начинаешь бороться против этой системы, то зацепить могут не только тебя, но и близких. То есть ты жертвуешь не только своим каким-то здоровьем, благополучием, но и близких. Ну, что я могу сказать? То есть, когда что мне там пофиг на них, да, там пускай с ними делать что угодно, я все равно буду там на броневике там эти стены пробивать. Ну, конечно же, я не могу этого сказать. Но и сказать, что меня бы это остановило, например, то, что будут угрожать моим близким, тоже нет. Потому что, извините, если они увидят, что эти угрозы действуют, то они начнут эту тактику применять. То есть, вот. И мать одного из моих товарищей вообще уволили с работы после того, как он сел. И вообще, когда ты садишься в КГБ на допрос там, или у мусоров, первое, чем тебе угрожают, это твоими родителями. Мы твою маму там уволим с работы, у твоих там родителей будут проблемы и так далее. Слава Богу, они у нас не дошли, то есть еще пока что до такого ада, как там прямые физические расправы, да, то есть с родными. И не хотелось бы думать, что будет, когда они до этого дойдут, когда ситуация, то есть, обострится до такой степени. Вот. Поэтому пока что есть как есть. Ну да, могут уволить с работы. Ну, это данность, да, ты рискуешь, получается, не только с собой, но и другими. Ты рассказывал, что твоя психология в тюрьме изменилась. Удалось ли тебе после того, как ты вышел оттуда, создать доверительную дружескую и искренние личные отношения? Знаете, это вопрос очень личный, можно не буду на него отвечать? Сила не против. Я сам до сих пор не разобрался с этим. Я считаю, мне еще много лет понадобится, чтобы для самого себя ответить на этот вопрос. Поэтому не буду сейчас на это.